Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, альхамдулиллах. Салату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем уроки дуа, уроки мольбы. Сегодня у нас какой? 10-й урок? Или 9-й? Альхамдулиллах, возможность в любое время обращаться напрямую к своему Создателю, без каких-либо посредников, без каких-либо преград. И, альхамдулилля, попросить у Него помощь, положиться на Него, попросить у Него спасения. Это действительно великое благо, ни'ма Всевышнего Аллаха. И изучать, машаллах, вот этот вид поклонения, это тоже благо Всевышнего Аллаха. И мы с вами говорили, что мольба, дуа является одним из самых доступных, легких видов поклонения, потому что, чтобы обратиться к Аллаху, Аллах не требует от нас, чтобы мы брали тахарат, например, потому что очень часто мы обращаемся к Аллаху, и у нас нет, даже возможности иногда нет тахарата, например, после пробуждения от сна, когда мы открываем глаза по сунне, мы должны поминать Всевышнего Аллаха. И, машаллах, все мы знаем по фикху, что сон разрушает, сон портит тахарат. Но, несмотря на это, мы обращаемся к Аллаху. Человек, который выходит с туалета, он обращается к Аллаху, говорит: «Гуфранак, о Аллах, Твое прощение, прости меня». И Аллах не требует от нас, чтобы у нас был тахарат. Поэтому мольба является одним из самых доступных, самых легких видов поклонения, но, несмотря на это, любой вид поклонения всегда имеет свои условия. В основе любого деяния, мы должны знать, лежит искренность. Любое дело, которое человек совершает без искренности, без ихласа, то есть не ради довольства Аллаха, не ради довольства Всевышнего, то это дело не будет иметь никакой ценности перед Аллахом. Если ты что-то делаешь, может быть, в основе по природе это действительно великое дело, и на это указывает аят с какой-то сурой, на это указывают хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это делали сподвижники, предшественники наши. Да, это благое дело, но даже если это благое дело совершается не ради Аллаха, когда у тебя нет вот этой цели, чтобы Аллах, твой Создатель, был доволен тобой, то это дело теряет всякую ценность. И в судный день, когда раб предстанет перед Аллахом, он не найдет ни одно свое дело, которое он совершил без искренности. Поэтому искренность – это основа всех дел, и мы знаем с вами страшный хадис, который передал нам Абу Хурейра, радиаллаху анху, и этот сподвижник, передатчик большинства хадисов, пусть Аллах будет доволен им, делайте за него дуа, любите его, машаллах. И когда он передавал этот хадис, он несколько раз потерял сознание. И в этом хадисе упоминается 3 человека, которые совершали действительно 3 великих дела. Это щедрый, который всю жизнь расходовал с того, что Аллах ему дал. Да? И когда Аллах назовет ему, перечислит ему те блага, которые Аллах ему дал, и он спросит: а что же ты сделал, как в знак благодарности всему этому? Он скажет: о Аллах, я всю жизнь был щедрым, машаллах, я всю жизнь раздавал, здесь мечети строил, мадраса, бисмилля, бисмилля, да? И тогда Аллах скажет: ты лжешь. И ангелы скажут: нет, он лжет, это ложь. Почему? Потому что он всю жизнь расходовал. И действительно, когда он расходовал, да, может быть, он ущемлял в каком-то плане свой нафс, свою семью, да, в
каком-то плане. Но с другой стороны, если он здесь ущемлял свой нефс, да, он что-то мог для себя купить, но нет, он это расходовал, давал садака, но с другой стороны, он утолял жажду, голод нефса чем-то другим, рия, показухой, так ведь? То есть он это, Аллах ему скажет, ты лжешь, потому что ты это делал только для того, чтобы тебя люди хвалили, говорили, вот он какой щедрый. То есть у него не было искренности. Второй, он подумал, что он шахид, пал шахидом. Да, он вышел против врага, он не испугался, он пал шахидом, как он думал, да? Но нет, шахада решает только Аллах. То есть он пал шахидом или кем-то другим, это Аллах решает. Это Аллах должен принять. Поэтому когда во время одного из битв мать потеряла своего сына, она вот так искала среди погибших тело своего сына, а он был молодой, еще ничего в жизни не видел, погиб на пути Аллаха. И вот она подошла в слезах, начала успокаивать себя и говорила: о, сын мой, воистину ты будешь в раю, да? Твое место в раю. И на что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, когда услышал эти слова, сказал: не спеши, не говори так. Быть может, он вмешивался в то, что его не касается. То есть могут быть причины, которые лишат его рая и его шахада. Поэтому здесь он подумал, что он шахид, и когда Аллах перечислит все блага, которые он ему дал, и спросит: а что ты сделал? Он скажет: я пал шахидом на твоем пути. И Аллах скажет: ты лжешь. Ты лжешь, потому что он погиб, чтобы люди прославляли его, чтобы слава его осталась, чтобы они говорили: вот он какой храбрый, вот он какой смелый, и так далее. И третий – это ученый, который учил людей книге Аллаха. Чтобы учить, он сам научился этому. Он, может быть, потерял там, пожертвовал своими ночами. Да? Мы же вот, не всегда получается у нас выучить Коран и учить этой книге других. То есть у нас не хватает терпения, у нас не хватает сабра, а у него все хватило. Но чего не было? Искренности. То есть чего-то у них было много, да? Щедрости, храбрости, здесь терпение, машаллах, старание. Он же это учил, всю жизнь посвятил этому. Но вот это ошибка, да? Ошибку допустили. Искренности нет, не ради Аллаха. То есть он учил, чтобы люди уважали его, чтобы они говорили: вот это наш устаз, это наш ученый, это такой хороший, достойный человек. И поэтому Аллах скажет: ты лжешь. И всех троих бросят в огонь. Поэтому вот искренность в основе любого деяния. Деяние, дело, которое совершается без ихласа, не ради Аллаха, оно не может называться благим. Аллах один достоин поклонения, и ля шарика ля, нет у него сотоварищей, поэтому обращаться со своими мольбами, дуа кому-либо, кроме него, это самая большая несправедливость. Ля зульмун азим, ширк, это великая несправедливость, и это великий грех. И в сурат Аль-Джин, 18 аят, Аллах сказал: «Ва анналь масаджида лиллахи фаля тад'у ма'аллахи ахада». Воистину мечети принадлежат Аллаху, это дома Аллаха, и поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом. То есть только Аллах достоин, чтобы мы просили у Него. И вот искренность – это первое условие поклонения, это первое условие принятия дуа. И второе условие во всех делах – это следование сунне посланника, саллаллаху алейхи вассалям. То есть любое дело, оно может называться, имеет право называться поклонением, если мы будем совершать это дело так, как учил нас этому пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И вот если человек не выполнит эти два условия, Аллах не будет принимать его деяния. И вот, субханаллах,
Аллах милостив, и Он отправил своего пророка как милость для миров, то есть Он пришел на эту землю с милостью Аллаха, Он принес милость Аллаха, и наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он всю свою пророческую часть жизни, он посвятил своей умме, посвятил служению людям, он призывал людей к Аллаху и научил нас всем благим делам. Вот не осталось ни одного благого дела, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не учил нас. И он предупредил нас, свою умму, от всех дурных дел, которые отдаляют нас от Всевышнего Аллаха. И передается, что Джабир, радиаллаху анху, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину я оставляю вам то, с чем вы никогда не заблудитесь, никогда не впадете в заблуждение после меня». То есть очень важно, чтобы умма не заблудилась после ухода посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что когда посланник здесь, он может остановить, он может направить, но посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вы никогда не впадете в заблуждение после меня, если будете придерживаться этого. Это китабуллах, Писание Аллаха, то есть книга Аллаха, и моя сунна. Этот хадис передает имам Малик. И вот однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он собрал своих сподвижников, сахаба, радиаллаху анхум, и обратился к ним с такими словами, с такими назиданиями, от чего прослезились глаза людей. Они плакали, когда слушали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от чего содрогнулись их сердца. И тогда сподвижники спросили: «Я Расуль Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, это похоже на твои прощальные слова». Потому что когда кто-то обращается к кому-то, близкому к нему человеку, последними словами, и если он будет знать, что у него не будет такой больше возможности обратиться, то есть он обязательно будет выбирать самые нужные слова, выбирать самый нужный голос, самые нужные вещи. И вот сподвижники спросили: «Я Расуль Аллах, это похоже на твои прощальные последние слова, и что ты нам завещаешь?» То есть васия, какую васия, завещание ты нам оставляешь? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я оставляю вас на светлом пути». Машаллах, тот путь, который оставил нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он светлый. Там нет темноты, там все видно. Вот это халяль, это харам, это истина, это ложь, это поклонение Аллаху, а это следование страстям, шайтану и так далее. Машаллах. Он разъяснил нам все. «Я оставляю вас на светлом пути, ночь которого подобна дню». То есть даже ночью светло. Он оставил нам такой путь, что даже ночью светло. И не уклониться с него, то есть с этого пути, никто, кроме погибших. Только погибшие уклонятся от этого пути. Этот хадис в сборнике Ибн Маджа. И вот, субханаллах, действительно, воистину наш любимый учитель, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил нам все и оставил после себя великое наследие, великое наследство. И это наследство, это наследие приняли от него сподвижники, самое лучшее поколение за всю историю человеческой жизни. И они сами нашли через это наследие счастье, и это счастье они передали последующим поколениям. Сподвижники, табиин, их последователи, ученые, мужи ислама, которые распространили этот нур, этот свет по земле Всевышнего Аллаха, и ученые имам Бухари, имам Муслим, Ибн Маджа, Абу Дауд, основатели школ фикха, Абу Ханифа, имам Малик Шафи'и, имам Ахмад Ханбали, рахимахумуллах. Вот все они, действительно, они вот собрали вот это наследство пророка,
саллаллаху алейхи вассалям, свои труды, свои книги. И, альхамдулилля, чтобы упростить все это, они разделили их на темы, они красиво все разложили, все по полкам. И вот, альхамдулилля, это есть хранители сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот некоторые говорят, что вот те же самые труды наших ученых и сунна посланника, саллаллаху алейхи вассалям, это разные. То есть это действительно это заблуждение, потому что все вот эти ученые, да, вот эти ученые фикха, например, Абу Ханифа, имам Шафи'и, имам Ахмад, они все были учеными ахлю сунна. Они все были учеными, которые изучили это, взяли, приняли это наследие, машаллах, разложили все по полкам, отсеяли то, что где есть какие-то сомнения в достоверности этих хадисов, да, и, машаллах, они оставили нам все это. И очень часто братья иногда заблуждаются. Когда вот был такой случай, звонит один брат, говорит: Хазрат, вот имам, скажи, вот субханаллах, я удивился, сегодня один брат говорит мне, что Абу Ханифа был саляфом. Я говорю: а что это тебя удивляет? Ну как, говорит, есть, говорит, саляфы и есть Абу Ханифа, это же разные, говорит. Я говорю: а как разные? Это саляф, это те предшественники, это последователи нашего пророка, сподвижники, табиаины, это наши ученые, они есть наши предшественники, субханаллах. Они пришли к нам с сунной. И как разделять сунну, а что тогда изучал Абу Ханифа, что изучал имам Ахмад? Некоторые спрашивают: а вот как по шариату вот это все сделать? Я говорю: ну вот имам Абу Ханифа сказал так, имам Шафи'и, или 4 масхаба ученых, все они сошлись во мнении в этом. Когда ему говоришь, он говорит: а по сунне как? Вот поэтому, субханаллах, это же есть наши ученые, которые изучали, которые читали книгу Аллаха, которые изучали сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому вот, к сожалению, многие вот в этом заблуждаются. Вот именно в трудах наших ученых мы находим, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас правильно совершать тот же обычный, казалось бы, для нас 5-кратный намаз. Так ведь? Порядок поста, ценности, ответственность уммы перед хаджем и так далее, и так далее. И также, как он учил нас намазу, он научил нас, как, в какой форме, с какими словами, когда поминать, восхвалять Всевышнего Аллаха, и как правильно, когда обращаться к Нему. Поэтому порядок дуа, сунна дуа. Ученые также написали про дуа, про зикры, очень много трудов. И даже в маленьких книгах, да, которые продаются в наших магазинах, мы находим в собраниях молитв пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слов поминаний. Мы видим, как пророк, алейхиссаляту вассалям, обращался к Аллаху после пробуждения от сна, например, при слова мольбы, при входе, например, в туалет, после выхода с туалета, перед едой, что нужно говорить, после еды, при входе в дом, при выходе из дома, что нужно говорить путнику, который выезжает, выходит, отправляется в путь, и что нужно говорить тем, которые остаются там. Все, то есть дуа, слова поминания Аллаха на все случаи жизни. Даже вот в маленьких книгах все это мы, альхамдулилля, находим. И вот почему, вопрос, почему слова мольбы, которые использовал именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Потому что кто-то может сказать: зачем, имам, зачем ты нас заставляешь учить наизусть вот эти сложные для нас дуа, которые мы еще даже суры не можем выучить, да? Кстати, очень много хадисов, где говорится, где сподвижники говорят, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, заставлял нас учить вот это дуа, вот эти слова поминания Аллаха, так же, как заставлял нас учить суратуль Фатиха или же суру с Корана. Поэтому это очень важно. Это очень важно.
Поэтому люди могут сказать, я же могу обращаться к Аллаху своими словами. Ляшак, несомненно, человек в любое время может обратиться к Аллаху, может быть, на своем языке, своими словами. Но, про это еще мы поговорим, но какие бы красивые слова, выражения он не выбирал, глубокие содержания не были бы в его словах, да, ни одна мольба, ни одного раба не может сравниться с мольбами, с дуа, которые использовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как они могут быть наравне? Потому что слова поминания Аллаха, которые говорил наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они не от него. Он не сам их придумывал. Содержание и глубина смыслов этих слов от кого? От Всевышнего Аллаха. Поэтому Аллах сурату Наджм в 3-4 аятах сказал: «Вама янтику аниль хава». И он не говорит по прихоти. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не говорил от себя. Он не сам придумывал вот эти дуа. Да? «Ин хуа илля вахью юха». И это всего лишь откровение, которое ниспосылается, внушается ему. Поэтому все мольбы, все слова поминания Аллаха, которые повторял пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после пробуждения от сна, перед сном, при входе в дом, при выходе, все. Кто научил его этому? Аллах. И Всевышний Аллах дал, машаллах, нам, грешным, слабым, рабам, альхамдулилля, дал нам возможность найти эти великие сокровища в этих книгах наших ученых и обращаться к Нему именно с этими, альхамдулилля, ценными словами. И слова поминания Аллаха, мольбы, которые говорил посланник Аллаха, может быть, они короче по объему. Потому что чем короче, тем легче для нас. Так ведь? Но они очень глубокие по смыслу. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Уллимту», в одном из хадисов говорится, «Уллимту би джавами'уль калим». Аллах научил меня джавами'уль калим. Ну, старшее поколение, они, наверное, читали книгу, сборник хадисов, толкование хадисов Риза Фахриддина, джавами'уль калим шарха. То есть, что такое джавами'уль калим? Это слово касается хадисов, слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это небольшие, недлинные слова, предложения, в которых огромное количество значений и смысла, то есть смысла, глубина смысла. Поэтому посланник, в отличие от других посланников, пророков, он говорил коротко, но очень содержательно. И поэтому это особенность нашего пророка. И у нас есть прекрасная возможность, да, говорят же сегодня коммерсанты, бизнесмены, у вас есть прекрасная, уникальная возможность, да, вот как раз у нас есть возможность пользоваться вот этим джавами'уль калим, то есть короткие слова поминания Аллаха, но даже в этих коротких предложениях, машаллах, огромный смысл и огромные ценности. И ни один человек, может быть, он там филолог, да, писатель, какой-то поэт, да, он не в состоянии подобрать, придумать столько слов и глубоких значений, которые мы находим в мольбах нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому нам остается, альхамдулилля, по мере наших сил и возможностей учить эти мольбы, учить эти дуа, зикры и сделать их, очень важно, частью нашей жизни. Не только после урока. Вот сегодня там Хазрат что-то говорил, пойду-ка я куплю книгу, там «Крепость мусульманина», «Крепость верующего», другие книги, мольбы пророка, которые использовал пророк, да, пару дней почитает, машаллах, завтра проснется, вспомнит дуа, который читал посланник Аллаха после пробуждения от сна. Он пару дней прочитает это дуа, и все, это забывается. Это у нас обычно так. Но жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, передает, что если посланник Аллаха брал что-то в жизни, он превращал это в часть его жизни. Это была часть его жизни.
И поэтому очень много сподвижников следовали ему в этом. И мы должны сделать эти слова мольбы именно частью нашей жизни. И если вернуться в реальность, сегодня в мусульманском мире мы видим, что распространяется огромное количество различных, необоснованных, придуманных иногда видов дуа, мольбы, зикров и так далее. Каждая мольба, вот если почитать эти книги, да, каждый дуа, каждый зикр имеет там свои невообразимые превосходства, фадаиль. Если ты прочитаешь эту дуа, ну все, там уже ты можешь даже намаз не читать. Ты чувствуешь, там человек, неграмотный, он читает это дуа и чувствует, как он уже в раю, там уже ключ ему положили в карман. Действительно, вот очень много таких книг, к сожалению. Да? И многие люди, они прямо переписывают. Сегодня уже не переписывают, а копируют, да? Эти бумажки, передают друг другу, день и ночь повторяют эти дуа. И если спросить у одного из них содержание этого дуа, вот ты сколько лет читаешь эту дуа? Я там 10 лет уже обращаюсь к Аллаху, и мне так все хорошо, Он мне помогает. А иногда спрашиваешь у него, а вот ты знаешь содержание, перевод, смысл этих дуа? Он об этом не знает. И он даже ни разу не задумывался. Многие люди не понимают смысл дуа. Субханаллах. Дуа, когда беззащитный раб, понимая свою слабость, беззащитность и нужду в нем, он обращается к всесильному, всемогущему, могущественному Аллаху и просит у Него, просит, понимая то, что он просит, субханаллах. И дуа – это не какие-то там таинственные, волшебные слова, как какого-то колдуна, там, Гарри Поттера, да? Некоторые так думают, дуа – это какие-то таинственные, волшебные слова. Вот эти слова ты сейчас скажешь, как заклинание в сказках, и что-то такое чудесное произойдет. Нет, субханаллах, в основе, так же, как и в основе каждого аята, есть обращение Аллаха к своим рабам. И в основе каждого дуа, мольбы, машаллах, есть значение, есть смысл. Поэтому это неправильное понимание дуа. Иногда люди приносят в мечеть какие-то старые книжки, листочки с какими-то, они говорят, это дуа, вот я это с собой ношу там, или под подушкой ложу, да. То есть начинаешь, спрашиваешь, можно я осторожно открою, можно я почитаю? Начинаешь, субханаллах, читать, там нет смысла. Там смысла нет. Там иногда это сбор каких-то букв. Вот недавно мне по WhatsApp скинули дуа. Там дуа, там где-то 14 букв. Не предложений, там нет слов, это просто буквы. Кто-то вот так, как будто ребенок сидел на клавиатуре и что-то там собрал. Но там такое превосходство идет, там фадаиль. Ты там, если это прочитаешь, у тебя всегда там гололеда не будет, всегда у тебя будет дорога хорошая, у тебя там бизнес пойдет, жена будет хорошей, там исправится, ты исправишься, дети будут здоровыми, понимаете? А на самом деле это просто сбор. И там еще вот самое страшное, там еще написано, чтобы все это исполнилось, волшебство, ты должен 15 раз скопировать и кому-то отправить, репост сделать. Да? Вот, понимаете, это же ауду билля. Дуа превращает в какую-то сказку. Дуа – это когда ты просишь. Вот в этом случае, когда люди вот так обращаются, тогда лучше оставить все эти бумаги, все эти дуа на арабском, лучше тогда своими словами говори. Оставь ты все это. Тогда лучше обращайся к Аллаху своими словами. Если у тебя плохо дома, то скажи: «О Аллах, у меня плохо дома. Прости мне грехи мои. О Аллах, исправь мое положение, дай мне терпение, дай мне силы, дай нам баракат нашей семье». Субхан. Это ты будешь понимать смысл дуа, и иншаллах, если это будет искренне, Аллах примет. Но вот такие слова, это не дуа. Иногда читаешь половина на арабском, половина на каком-то персидском, половина на татарском языке. Какими-то стихотворными. Это же кто-то сидел, придумывал это. И где-то слова обращения к каким-то именам. Это не имена Аллаха. Может быть, это какие-то там
Ученые были, устазы были, какие-то арвах, души, да? но не имена Аллаха. Поэтому нужно быть осторожными с этими словами. И очень тяжело многим объяснить, что не все арабское – это Коран. Не все арабское – это какие-то святые. Много колдунов. Вот я помню, в Татарстан приезжал, лет 10 назад. С какой-то арабской страны, там столько женщин он собрал, там, шкаруще. Он там Кораном лечил, рукой делал. А потом только один имам спросил: субханаллах, а вы слышите, говорит, он когда читает, я сам не видел это, я в сказании имам рассказывал, такой, альхамдулилля, надежный имам, говорит. Он говорит, когда бисмилляхи читает, он говорит, бисмилляни рахмани рахим. Прямо вот так, прямо специально искажает имя Аллаха. Вот поэтому не все арабское – это аяты, не все арабское – это святое, во что можно верить. И человек может погрузиться из-за своего невежества в грехи через эти непонятные тексты. И вот еще раз вопрос. Почему именно слова мольбы, которые использовал пророк? Несколько причин. Первое. В каждой молитве, которую оставил для нас посланник наш, любимый, саллаллаху алейхи вассалям, в этом шифа для наших душ. В этом исцеление. Эти дуа, которые оставил для нас пророк, алейхиссалят, эти зикры, они действительно исцеляют, они действительно лечат наши сердца от недугов. Они успокаивают наши сердца, и они воспитывают наш нрав. Эти мольбы воспитывают наш иман, нашу веру. Они связывают наши сердца с Аллахом, приближают нас к Нему. Но вот те непонятные тексты, сбор букв или там слов, которые используют очень много мусульман, они никогда не очищут наши сердца, и в них никогда не будет исцеления для больных, они никогда не утолят жажду и никогда не помогут нам прийти к истине. Поэтому это первая причина. И вторая причина, тот, кто оставляет мольбы, субханаллах, дуа, зикры, которые говорил сам пророк, алейхиссаляту вассалям, который был для нас примером, и выберет для себя вот эти непонятные, необоснованные тексты, он подобен тому, который взял, Аллах дал ему благое, а он пошел и поменял его на дурное. Аллах дал ему истину, а он поменял эту истину. Он отдал кому-то истину и выбрал ложь. Аллах дал ему что-то полезное, машаллах. Аллах же дал нам ученых, которые сохранили. Аллах сохранил для нас это наследие. Эти слова, в этом польза для нас. Но мы берем вот это полезное и обмениваем это на что-то вредное. Вот это вторая причина. Третья причина. За каждое правильное дуа, за каждый обоснованный зикр, мольбу, человек, иншаллах, получит награду поклонения. Но тот, кто поминает Аллаха, обращается к Нему вот через эти непонятные слова, тексты, он не получит награду, а он погрузится, великие, Аллах сохласын, грехи. И цель того, кто взывает к Аллаху. Вот почему мы обращаемся к Аллаху? Потому что нам что-то нужно, потому что нам плохо, и мы нуждаемся в помощи Аллаха. У кого-то болезнь, ему шифа, исцеление нужно, и он обращается к Аллаху. Да? У кого-то проблемы, и он просит Аллаха, чтобы Аллах помог ему решить эти проблемы. Кто-то заблудился, и он ищет путь правильный. У кого-то долги, и он просит у Аллаха выход из этих проблем. Да? И вот цель того, кто взывает к Аллаху, это добиться результата. От него мольба, от Всевышнего Аллаха ответ. Но те, кто обращаются к Аллаху вот с этими словами, которые кажутся им какими-то волшебными, таинственными, они никогда не будут причиной того, чтобы Аллах помог им, субханаллах. Аллах никогда не примет эти дуа. Аллах Тааля никогда не поможет тем, которые обращаются к Нему через вот эти, сколько бы у них искренности не было, через вот эти непонятные тексты. Поэтому это очень важно. Результата просто не будет. И очень часто
очень часто в значении, в смысле этих текстов, вот этих непонятных, даже ширк лежит. Очень много. Мы с вами о том уроке говорили. Самая большая дверь ширка – это что? Это дуа. Очень много людей погружаются в многобожие. Аллах сохласын, через дуа. Когда они взывают к Аллаху, когда они взывают к кому-либо, наряду с Аллахом. Поэтому вот эти тексты дуа, очень много в этих текстах, помимо, то есть вместо того, чтобы просить у Аллаха, там какие-то я фулян, там обращение к каким-то другим существам. И иногда там каким-то душам умерших и так далее, и так далее. И следующий момент. Чем человек, вот еще один вред, да, чем человек сильнее связывается с необоснованными мольбами, тем Аллах больше и больше отдаляет его от сунны, то есть от тех слов поминания Аллаха, которые использовал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И вот иногда люди так погружаются в эти хурафаты, в эти бидгаты, да, что когда начинаешь им объяснять, вот брат, сестра, опа, обы, вот я понял, ты сколько лет уже это дуа делаешь, но понимаешь, в этих словах нет смысла. Вот давай я тебе научу. Вот видишь, имам Бухари сказал, что это, машаллах, вот это действительно достоверный риваят, что посланник Аллаха, вот в это время он говорил вот эти слова. Машаллах, и машаллах, у тебя есть возможность обратиться к Аллаху вот в этот момент, в это время, в этом положении, с теми словами, с которыми посланник Аллаха обращался. И когда ему объясняешь, он не понимает. Нет. Я говорю, все. Он не хочет слышать истину. Потому что чем погружаешься в ложь, тем отдаляешься от истины. И вот самая последняя причина, я уже про это говорил, что большинство этих слов, поминаний, они так это называют, зикров, они не имеют смысла. Это просто сбор каких-то букв, это сбор каких-то непонятных слов. Если кто изучал хотя бы немножко, машаллах, слова поминания Аллаха, которые использовал наш пророк, машаллах, там в каждом слове там великое значение. Если в этом слове, в этот момент посланник Аллаха выбрал именно это слово, да, значит, именно это слово нужно говорить в этом. Например, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заходил в мечеть и говорил, какой дуа надо говорить при входе в мечеть после салавата? Аллахумма фтахли абуаба рахматик. О Аллах, открой для нас врата рахматик. Как переводится? Своей милости. То есть, получается, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заходил в мечеть, бисмилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, он просил у Аллаха, чтобы Аллах открыл перед ним врата своей милости. А когда выходил, бисмилляхи, вассаляту вассаляму аля расулилля, то же самое, но уже говорил другое, просил другое. Аллахумма инни ас'алюка мин фадлика. О Аллах, я прошу у тебя твой фадлюк. В переводе означает милость Аллаха. Но вот почему при входе рахма просил, а при выходе фадлюн? И ученые объясняют, что в этом есть смысл. Вот в тех дуа, вот этих текстах, в старых книгах, да, там нет смысла. А вот здесь каждое слово, каждый синоним имеет свое значение. И ученые говорят, что почему посланник Аллаха, когда заходил, он просил рахма? Потому что бирахматилляхи, по милости Аллаха, по рахма, Аллах дает нам ахирет, Аллах дает нам рай. И когда человек идет в мечеть, у него какое намерение? Получить что? Дунья или ахира? Ну, у имамов может быть и это, и то, да? Но он же зарплату еще получает, да? Но обычный мусульманин, он оставил все там, бисмилля, идет в мечеть, чтобы совершить намаз и получить 25, а то и в 27 раз больше аджра. У него намерение жизнь вечная.
ахира. Но мы должны понимать, что человек не может получить ничего в вечной жизни, кроме как по милости Аллаха. Поэтому он говорит: Аллах, открой мне, дай мне возможность заработать своим намазом твою милость, твою рахма. А когда человек совершил намаз, ученые говорят, и уже уходит с мечети, у него намерение какое? Намерение какое? Субханаллах. Тут смс-ка пришла, жена говорит: ты что, ты куда пропал? Тут детей надо в школу куда-то, тут надо это сделать, нужно с магазина это привезти. Дунья. Когда мы уходим с мечети, у нас намерение дунья. Но все благо, которое мы можем получить в дунья, мирской жизни, только по воле Аллаха и по милости Аллаха. Фадлун. Чтобы получить что-либо в вечной жизни, нужна рахма. Рахматуллах. А чтобы получить что-либо в этой жизни, нужен фадль. Поэтому Аллах говорит: «Фаида кудиятис саляту». И когда вы совершите пятничный намаз, он же сначала сказал: оставьте все и спешите к поминанию Аллаха. Это лучше для вас, если бы вы знали. А когда совершится молитва, все. Аллах говорит: «Фанташиру фил арды», то идите, ходите по земле, на работу, да? «Вабтагу мин фадлилля», и ищите из милости Аллаха. Фадлун. То есть, поэтому, когда ты сюда идешь, ты просишь у Аллаха ахира, когда выходишь, просишь дунья. И в этом благо, и в этом благо. Но есть у каждого слова есть свое, машаллах, свое значение, свой смысл. А вот в этих текстах придуманных, там ничего нет. И от этого пользы никакой, кроме вреда, человек не получит. Но вопрос: а может ли человек своими словами, как он может, как он умеет обращаться к Аллаху? Вот просто ты вот решил, ты идешь, например, в магазин, да, там куда-то на рынок, машину покупать. Можешь ли просто своими словами: «О Аллах, дай мне тот конь, который будет на пути твоем работать, альхамдулилля, который будет служить мне, моей семье». Он может просто так спросить, попросить у Аллаха. Будет ли это отклонением от сунны? Потому что кто-то может сказать: а вот посланник Аллаха, у тебя есть далиль, брат? Посланник Аллаха просил, чтобы Аллах дал ему, вот когда на рынок шел, у тебя есть хадис или еще что-то, да? Может он просить своими словами? Ученые говорят: да, может. Он может в любое время, с любого положения, на любом языке обратиться к Аллаху. И поэтому даже ученые говорят, даже внутри намаза, хотя есть некоторые разногласия, даже внутри намаза, во время суджуда, перед салямом, это два времени, когда дуа принимается, некоторые ученые, много ученых говорят, что можно просить на своем языке, своими словами. Особенно в ночных молитвах, тахаджудах, когда есть очень много времени. Машаллах, ты можешь уйти туда, в суджуд, прием Аллаха, да, наиболее близкое положение к Аллаху, и можешь просить: машаллах, о Аллах, прости мне мои грехи, на своем языке. Кто-то на русском, кто-то на татарском. Да? Татары скажут, наверное, только на русском нельзя. Да? Можно, альхамдулилля. Кто-то скажет: о Аллах, прости мою жену, прегрешение ее. О Аллах, наставь меня, мою жену, мою семью. Можешь все имена называть. Говорят, Абу Дарда, он называл 70 имен своих братьев, машаллах, по отчеству еще называл и просил за них дуа. Поэтому может, но здесь есть правило. Никто не имеет права без основания, доказательства определять время вот этим словам. То есть он может любыми словами, но он не имеет права определять время. То есть вот эти слова я говорю своими словами, но это я говорю вот в 6 часов или там в 5 часов. Мы не имеем права определять время какого-либо деяния без доказательства. Если это определил Аллах и его посланник, тогда есть. Если нет, то нет. Мы не имеем права определять время, положение. Например, кто-то своими словами просит у Аллаха какие-то слова мольбы, да, что-то просит и говорит: вот эти слова, все-таки вот эти слова нужно во время суджуда. Положение, то есть нельзя определять положение, которое не определил Аллах и его посланник. Положение, место. Например,
человек обращается с какими-то словами Аллаху и говорит, вот в этом месте нужно говорить такие слова. Нет, нельзя так говорить. Форма, например, он там филолог, умеет предложение составлять и кому-то говорит, вот так надо составлять это предложение. По-другому нельзя. То есть он получается уже форму и превосходство, фадаиль. То есть ни у кого нет права, ни ученого, ни у имама, ни у устаза. Например, кто-то сейчас выйдет, да, на трамвайную остановку. Он может, долго постоит, холодно. Он может попросить у Аллаха, чтобы Аллах поскорее ему отправил трамвай. А? Может. Но, если он придаст форму, что вот только так надо просить, придаст какое-то превосходство, он кому-то скажет, брат, вот я вчера вот так попросил у Аллаха, и Аллах мне так ускорил трамвай, так облегчил мой путь, вот ты тоже так проси. Получается, он уже превращает это в обряд. Вот на это мы не имеем права. Он уже это дает форму специальную, превосходство фадиля. На это у нас нет. А так просто в произвольной форме мы имеем право всегда просить, альхамдулилля. И самое последнее. Иногда люди берут дуа, слова мольбы, поминаний, зикр, текст которого мы находим в сунне или в Коране. Например, «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина газабан нар». Кто может отрицать, субханаллах, благость, величие этого дуа? Это дуа, который любил пророк, алейхиссаляту. Это дуа, который мы находим в Коране. Машалла, это великое. Но некоторые люди берут обоснованные слова мольбы, зикра, дуа и определяют, дают этому дуа, например, то превосходство, которое посланник Аллаха не давал. Это нельзя. То есть, если кто-нибудь скажет, вот кто-нибудь, у него не получается что-либо там в бизнесе, вот если он слово, это дуа Раббана почитает, у него все получится. Пророк так не говорил. А некоторые используют вот эти дуа, обоснованные правильные дуа с Корана, Сунны, в необоснованном месте и превращают это в обряд. Вот я спросил у одного человека, я говорю, пожилой человек, поэтому Аллах, альхамдулилля, пусть примет у этого человека. После еды он все время что-то читает. И я спросил, я говорю, а что ты читаешь? Он говорит, мне говорит, бабушка научила, поэтому я уже всю жизнь так читаю. Я говорю, скажи, можно я послушаю? Я тоже, может, буду читать. И он говорит, «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина газабан нар». То есть, кто может отрицать, что это не великие слова? Это великие слова. Да, это в Коране. Но после еды пророк их не читал. После еды есть другие дуа. То есть, даже если просто человек скажет «Альхамдулилля», а на это есть хадис, после еды, просто скажет «Альхамдулилля, Аллаху шукр», спасибо Всевышнему, шукру лилля, да, это даже лучше, чем читать вот это дуа Раббана. Потому что пророк, алейхиссаляту вассалям, читал это дуа, но не после еды. Поэтому определять время, превосходство, форму, положение, которое не определил для нас Аллах, его посланник, это нам не разрешается. И просьба, дорогие братья, наверное, слышали, да, про испытания, которые пришли к нашим братьям. 2 бабая, одному 58, другому 62, по-моему. Они у нас 2 имама, 2 бабая потерялись, так ведь уже в субботу после Зухра, когда они с Саранска ехали в Казань, прочитали Зухр в Буинске, и вот уже потом дорога прерывается, потом через 2 сутки нашли машину в Буинске, машина закрыта, припаркована, людей нет, один из них иностранец с арабских, брат Объединенных Арабских Эмиратов, гражданин, и другой Сулейман Хазрат. Сулейман Хазрат, наверное, многие его знают, машаллах, человек, который очень много сделал для мусульман. Вот сегодня как бы
идет следствие, и следственный комитет работает, и оперативники работают, как бы, ну, и волонтеры. Я уж звонил родным, я говорю, чем надо помочь, пока, говорит, ничем, кроме дуа. Поэтому я вот просто прошу вас, машаллах, действительно, вот Сулейман Хазрат, я уж больше его знаю, это действительно достойный человек, машаллах, наш брат, и очень тяжело, наверное, семье, вот неопределенность вот эта, да, потому что там же разные васваса посещают, начинают посещать, поэтому делайте дуа, пусть Аллах Тааля поможет им, пусть Аллах Тааля даст нам возможность, иншаллах, увидеть, услышать действительно мудрого имама, татарского имама, который очень много сделал в свое время, машаллах, и сегодня делает очень много для мусульман, для уммы. Поэтому делайте дуа за них. Делайте дуа за них, и, может быть, это будет нашу помощью. Сегодня вот звонил один брат-инвалид, Хазрат говорит, как там дела, говорит, я вот в интернете читал, говорит, я говорю, ну как, с родными связался, пока ничего. Он говорит, у меня, говорит, глаза слезятся, говорит, я, говорит, плачу и понимаю, ничего не могу сделать, говорит. А я говорю, а мы тоже так, ничего не можем сделать, ну, поэтому дуа. Может быть, машаллах, твое дуа даже будет намного лучше и ближе к Аллаху, чем наше, поэтому делайте за них дуа. Джазакум Аллаху хайр. Субханак Аллахума бихамди, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.